Слушатели увлеченно следят за ходом мероприятия и с особым интересом слушают выступающих. Благодаря таким мероприятиям можно много узнать об известных деятелях Абхазии. Мне было очень приятно, что на шамбовских чтениях я увидел очень много студентов. То есть мы всячески интересуемся такими личностями, потому что они часть нашей истории. И как можно чаще хотелось бы быть участником таких мероприятий. И я надеюсь, что дальше таких мероприятий будет все больше. Тарас Миронович, он довольно-таки сильно повлиял на наших нынешних политических деятелей, то есть он являлся видным представителем нашего народа, то есть и хотелось бы, честно говоря, может быть, и не смогу я достигнуть в будущем такого же уровня, но хотелось бы хотя бы чуть быть похожим на него. Потомственный юрист Тарас Миронович Шамба родился в семье заслуженного юриста Абхазии Мирона Шамба, который в разное время был и судьей, и прокурором, становился председателем Верховного суда Абхазии, президентом коллегии адвокатов Абхазии. Человек, который в самые трудные годы возглавил Международный Абхазо-Абазинский конгресс, благодаря которому в Абхазию пришла огромная помощь и поддержка, в частности, в основном из республик Северного Кавказа. Человек, который на протяжении всей своей жизни, всю свою жизнь посвятил служению Родине. Его называли народным президентом Абхазии. Тарас Шамба сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении Всемирного конгресса народа Абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе Абхазии. Сам Тарас Шамба, будучи начитанным и умным юношей, поступил на юридический факультет МГУ. Он организовал первое абхазское землячество в Москве, когда сам был студентом. По сути, это был молодежный абхазский центр, где было очень много тех, кто позже активно защищал права абхазского народа. Тарас Иванович человек, который никогда спокойно не мог сидеть, да, и он, находясь уже в Москве, возрождает нашу абхазскую диаспору московскую. У нас была какая-то организация небольшая при Несторе Аполлоновиче Лакоба еще, да, когда не было кадров, значит, абхазских кадров образованных, и Нестор Аполлонович направлял отсюда студентов в Москву, и не давал даже доучиться зачастую, да, на первом-втором курсе он их забирал обратно и назначал на какие-то должности. Собственно говоря, вот так вот образовывалась наша молодежь. Тарас Шамба – автор фундаментального труда «Абхазия. Правовые основы государственности и суверенитета». Он принимал активное участие в разработке современной Конституции Республики Абхазия. Шамба имеет звание заслуженного юриста и почетного адвоката России. Это был человек очень интеллигентный. Вот его интеллигентность, она, наверное, позволила сделать... Вот он ни для кого не был врагом. Он даже к своим оппонентам относился с каким-то уважением. Да, он был беспощаден к врагам, но он умел строить взаимоотношения. Он был великим дипломатом. Я очень хочу выразить надежду, что шамбовские чтения будут продолжаться и после нас уже. И спасибо университету за то, что университет поддержал прежде всего. С молодых лет жизнь Тараса Шамба была подчинена тому, о чем думала вся прогрессивная часть абхазского общества – независимости и самоопределению народа. Он сумел наиболее ярко проявить свои организаторские и дипломатические способности тогда, когда в Абхазии началась война, и ей как никогда была необходима поддержка извне. Во время войны Тарас Шамба был избран президентом Верховного конгресса абхазо-абазинского народа и на этом посту проработал 25 лет. Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Его труды широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание. Я бы вам посоветовала обязательно изучать работы Тараса Мироновича очень глубоко, потому что, вот, например, Абхазия «Правовые основы государственности и суверенитета» — это только одна монография. Она существует и на английском языке. Это настольная книга вообще у нас у всех и помогает иногда в спорах. Оттуда можно брать цитаты и аргументированно отвечать на любое высказывание наших оппонентов. И я считаю, что вот шамбовские чтения – это большой вклад в изучение его научного наследия. Хочу сказать
Вот смотрю на наши кадры, снятые в Тунисе, как сейчас только что Беслан Валерьянович сказал, на Северном Кавказе, в Москве, в Питере, в Турции неоднократно. И мне посчастливилось быть в делегации, в составе делегации, когда Тарас Миронович организовывал такие поездки, и не раз. Может, мы не такой высоты, не с такими титулами, но он приближал и не отпускал людей, поэтому мы его очень любим. Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гуля. За значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд награжден орденом Ахиц-Апша первой степени. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.